Доброе утро, дорогие друзья! С вами Вероника Тамтосова. Начинаем новый рабочий день. Это «Утро Якутии», ваш надежный проводник в мир главных событий, хорошего настроения и, конечно, бодрости на весь день. Ну и начнем с чего? Конечно, с последних новостей. И главное событие нашей республики в Кобяйском улусе с размахом стартовал Эсэх Олонхо, праздник, который дал начало третьему десятилетию Олонхо. Глава республики Айсен Николаев водрузил символ праздник Этекидюха на священное Сергей, отметив, что Эсэх объединяет все народы, живущие на якутской земле. Гостей погрузили в атмосферу вековых обычаев, ну а старейшина благословил праздник и совершил обряд окропления первого кумыса, символа изобилия. Вот такой замечательный праздник прошел. Кадры просто потрясающие. Идем дальше. Российская сборная стала абсолютным чемпионом международной олимпиады по кибербезопасности среди старшеклассников, которая проходила в Тунисе с 27 июня по 2 июля. Каждый тур включал в себя 3 комплексные задачи, каждая из которых была разделена на 4 тематические подзадачи от веб-безопасности до поиска уязвимости в игровом коде. Финал олимпиады был регламентирован, исключал использование каких-либо искусственных интеллектов и нейросетей. И, конечно, очень здорово, что сборная завоевала 4 медали. Один из ее участников стал абсолютным победителем. Это Данил Мелехов. Стал абсолютным победителем в индивидуальном зачете. Ну а в Якутске выбрали лучшую видеоигру на хакатоне. Призовой фонд мероприятия составил 1 миллион рублей, что сделало его крупнейшим подобным соревнованием на Дальнем Востоке. Главным победителем хакатона и обладателем приза в 250 тысяч рублей стал проект «Такси Драйв» от команды «Кирдык». Игра представляет собой хоррор о водителе такси, работающем в аккаунте туманного города, то есть очень интересно, очень живописно и все в таких реалиях Якутии. Для авторов проекта этот опыт разработки стал дебютным. Ну а теперь давайте переместимся к не менее важным и волнующим нас новостям, конечно, к прогнозу погоды на сегодня. Итак, в центральных районах сегодня 21-28 выше 0, в заречной группе 20-28 со знаком плюс, в южных районах плюс 18, плюс 26. В Илюйской группе 21-29, в Нижнеленске 20-27 со знаком плюс. В западных от плюс 10 до плюс 29, в Колыма-Интегирской группе Улусов плюс 10, плюс 21 градус. В Янских 15-24 выше 0. На северо-западе сегодня 7-23 со знаком плюс. Ну а в Якутске температура в 6 часов утра стояла 15 градусов тепла, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, штиль. Сегодня днем обещают температуру у нас положительный плюс 28, плюс 30, без осадков, ветер южный 3,8 метров в секунду. Ну, а сейчас самое время, конечно, размяться. Тем более, пока на севере у нас местами даже дожди бывают, а в центре солнце. И мы предлагаем универсальный рецепт бодрости для всей семьи. Сегодня в нашей рубрике простая и веселая зарядка, которую можно делать прямо дома или на свежем воздухе, даже если за окном плюс 30 или ливень. Главное – движение, улыбка, и можно сделать ее всей семьей. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы сделаем летнюю зарядку. Она подходит для любого возраста. Ее можно сделать так же, как и я, вместе с детьми. Приготовились. Ноги на ширине плеч. Вдох. Выдох. И второй раз. Вдох. Выдох. Представляем перед собой, что мы держим палку, поднимаем ее наверх и заводим ее назад. Возвращаем в исходное положение. И раз, два, еще раз, 3, 4. Замечательно. Разводим руки в сторону, соединяем с вами локти и ладошки. И раз, и разводим обратно. 2. Повторяем. И раз, 2. Следим, чтобы локти соединились. Еще раз. И последний. Замечательно. Поднимаем руки наверх, вытягиваем потягушки, наклоняемся в сторону чуть-чуть, вперед чуть-чуть, в сторону и назад, без остановки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замечательно. В другую сторону. 1. Вперед.
сторону и назад. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Замечательно. Опускаем руки вниз. Немножко потрясем. Трясем, трясем, трясем. Молодцы. Руки на пояс. Теперь мы помашем ногами. Ноги назад. Мах вперед на столько, сколько вам комфортно. Можно на 45 градусов, можно 90. Махи вперед. Готовы? И раз, два, три. Молодцы. Еще 4. Поменяли ножку. У всех получилось? Молодцы. Еще раз. И раз, два, три и 4. Молодцы. Теперь руки в сторону. Приготовились. Махи в сторону. И раз, два, три, 4. Есть. Поменяли ножку. И раз, два, три, 4. Есть. Руки на пояс. Махи назад. И раз, два, три, 4. Поменяли ножку. Спины вытянули. И раз, два, три, 4. Закончим. Ноги на ширине плеч. Вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Мы завершили нашу зарядку. Желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В Госдуму внесут законопроект о сохранении права на дополнительные выходные для родителей инвалидов с детства первой группы после достижения ими совершеннолетия. Условием для получения выходных станет наличие у ребенка первой группы инвалидности с детства и заключение врачей о необходимости постоянного постороннего ухода. Авторы инициативы подчеркивают, что после наступления совершеннолетия потребность в заботе, лечении и реабилитации у таких граждан не исчезает. Поэтому государству важно продолжить поддержку семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Российские школьники начнут изучать искусственный интеллект и основы использования беспилотников в рамках обязательной учебной программы. Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что вопросы ИИ включены в курс информатики, а изучение БПЛА в обновленную программу предмета «Труд». Темы, связанные с беспилотными системами, также будут затрагиваться на уроках основ безопасности и защиты Родины и в рамках дополнительного образования. Такие изменения продиктованы высокой востребованностью данных технологий и необходимостью подготовки учащихся к работе с современными системами. Более 700 выпускников Северо-Восточного федерального университета в этом году получили дипломы с отличием. Всего обучение в СФУ завершили свыше 3000 студентов, многие из которых показали высокие результаты не только в учебе, но и в научной и общественной деятельности. С важным событием выпускников поздравил ректор университета Анатолий Николаев, который вспомнил самые яркие моменты достижения и трудности. Для многих выпускников этот день стал важной точкой отсчета перед началом профессионального пути. Помимо дипломов, завершившим обучение, вручили памятные серебряные значки с эмблемой университета. Очень сильно благодарна университету, СУФУ, своему родному, за то, что дал нам эти знания, спокойную студенческую жизнь, за возможность обучаться. У нас очень много вот этих вот мест, где можно посидеть, поучиться. Компьютерный зал тут на 2-м этаже. Вообще идеально. Сложности имелись, но больше интересно. Все-таки это очень много информации, я очень люблю учиться. Сегодня мы получаем красные дипломы.
В Якутске на Комсомольской площади прошел основной этап 11-й межрегиональной ярмарки «Профориентация-2026». Географии участников в этом году охватило 11 городов и 10 субъектов страны. В общей сложности для абитуриентов был представлен выбор из более чем 40 ведущих учебных заведений и крупнейших работодателей региона. Выставку посетили 3000 человек. Выпускники могли не только пройти тестирование у специалистов, но и прямо на месте подать заявление на обучение или трудоустройство. Кроме того, всем гостям бесплатно раздавали подробные каталоги-справочники со всей ключевой информацией. Я пришла на ярмарку, чтобы как-то узнать что-нибудь, да, для себя. Но я выбрала не очень предметы выборные, чтобы куда-то поступить. Какие? Общество с географией. Поэтому выбирайте все с умом, чтобы хотя бы иметь представление, куда вы поступаете. Ну, вот у меня был больше упор на Дальний Восток, куда-то, либо СУФУ. Вот я взяла СУФУ, ВВГУ и ТОГУ. Представитель Мирнинского района Николай Федоров завоевал 3 серебряные медали на республиканском турнире по конной стрельбе из лука, прошедшем в Верхневилюйском Улусе. Сотрудник ПТВС из села Рылах отличился в упражнениях рейд, башня и в общем зачете двоеборья, уступив лидерство лишь титулованному лучнику Гаврилу Александрову из Амги. Конная стрельба из лука активно набирает популярность в Якутии. Данный вид спорта уже официально включен в программу будущих игр Манчары, которые состоятся в 2029 году. Это были все новости этого утра. До встречи в дальнейших эфирах. Но мы продолжаем делиться интересными новостями. В Якутии проходит международная профильная смена «Дипломаты будущего», которая в этом году стала частью 3-й международных индивидуальных игр. На одной площадке собрались школьники из разных регионов России и зарубежья, чтобы познакомиться с основами дипломатии, научиться вести переговоры, выступать перед аудиторией и работать в команде. Об особенностях программы и впечатлениях участников поговорим с президентом детской общественной организации «Дипломаты будущего», чрезвычайным полномочным послом Российской Федерации Валерием Евгеньевичем Егошкиным и участником смены учеником Майнской средней школы Кириллом Жирковым. Доброе утро. Доброе утро. Рада вас приветствовать, что нашли время в своем плотном графике, потому что график, по описанию очень плотный. Вот сразу вопрос о программе профильной смены, особенности смены, чем она отличается от остальных, ну и вот в целом о дипломатах будущего, то есть как это отражается в новом поколении, как вы их готовите? Дело в том, что у нас уже второй раз наша летняя смена дипломатов будущего проводится в Якутии, в Сосновом Бору. Вот в этом году эта смена приурочена к 3-м интеллектуальным играм. И, в общем-то, это правильно, поскольку мы в рамках деятельности нашего детского общественного движения «Дипломаты будущего» проводим интеллектуальные игры и приобщаем детей к культуре дипломатии, знакомим с историей, настраиваем на то, чтобы быть не столько дипломатами профессиональными, сколько дипломатами по жизни, поскольку дипломатия в жизни нужна каждому. И сейчас действительно у нас насыщенная смена, проводятся многочисленные интеллектуальные игры, и дети собрались из 14 регионов Российской Федерации. Ну, это уже такая прям коллегия ООН практически, да, в минимальном формате. Скажи, пожалуйста, Кирилл, вот ты в первый раз ли участвуешь, и твое впечатление о уже прошедших днях? Что особенно запомнилось, понравилось, может быть, стало для тебя каким-то открытием для себя именно? Мне, как участнику этой уникальной смены, понравилось то, что дети, которые не были в Якутии, которые из разных городов, из разных регионов, они стали участниками, они побывали, ознакомились с якутской культурой. Мне понравилась их реакция на них. Они очень удивлены. Они спрашивают, как вы так живете, это же так хорошо, на свежем воздухе, на природе. Они побывали в царстве вечной мерзлоты, побывали на Ленских столбах, ознакомились с нашей культурой, с нашими традициями. А также то, что организаторы данного мероприятия на очень высоком уровне
организовывают наши мероприятия, которые проводятся каждый день. Спасибо большое, ну такой хороший спич. Я уверена, что ну, все поразили, ну, конечно, так подготовленные дети своими выступлениями. Но что бы вы хотели особенно отметить в этой смене? То есть, вот, может быть, какие-то особенности детей, что-то изменилось, особенно готовились, на какие темы выступали и что успели провести? То, что как бы на меня произвело впечатление, это действительно, что дети наши из разных регионов, приехав вот сюда, в Якутию, они как-то буквально с первых дней очень себя все комфортно почувствовали и буквально пышут радостью. То есть любое мероприятие встречается с радостью, все с энтузиазмом участвуют. И это при том, что ребята у нас от Калининграда до Владивостока, Хакасии и из Центральной России, из Питера и так далее. То есть дети очень из разных регионов, из разных городов, и больших, и малых, но в целом это дети подготовленные, которые уже у себя занимаются вопросами дипломатии и, в общем-то, приехали сюда, зная, чем они здесь будут заниматься. Вот говорят, что дипломатам сложнее, вообще нужно научиться слушать других и выделять свои аргументы на основании того, что именно интересов всех окружающих. Да? Вот был ли у тебя такой опыт и был ли он у тебя в жизни? И насколько тебе дипломатия вообще пригождается? В жизни дипломатия может пригодиться всегда, в любой момент, потому что в любой момент может возникнуть какой-то спор на основе морали, а также на основе предмета, спор. Дипломатия, она помогает урегулировать этот спор на кратчайшем, на компромиссном способе просто. Основа дипломатии может быть договоренности, общение с обоими сторонами, даже более. А так в жизни может пригодиться в том, что может случиться спор по какой-нибудь проблеме. Можно сказать, у нас в лагере такой был спор, название команды, такое из-за маленькое название. Но мне помог, урегулировал этот спор путем компромиссного решения, путем выборов, а также выслушал все стороны. Ну, хороший такой политический ответ, очень, очень дипломатично. А вот на какие темы прошли уже сессии и почему именно выбрано вот это направление, допустим, в каждом вопросе? Потому что дети явно очень подготовленные, на примере нашего гостя мы сегодня видим. Ну, дело в том, что мы с ребятами из Якутии-то работаем давно. Они у нас бывали на наших дипломатических сменах и в Артеке, и в Океане. Мы их приглашаем и как бы на наши форумы, медиафорумы. Поэтому и Кирилла-то я знаю уже не первый год. И в целом те ребята, которые у вас здесь, в том числе участвуют в конкурсах «Будущий дипломат», а в этом году прошел 20-й юбилейный конкурс, они очень подготовленные и подчас как бы в ходе наших форумов служат примером для ребят из других регионов. Ну и мы рассчитываем на то, что вот находясь здесь сейчас, мы сможем тоже найти как бы еще много новых талантливых якутских как бы ребятишек, которые готовы к освоению культуры дипломатии, готовы в том числе и профессионально работать в этой области, и мы этому только будем рады. Поэтому те, как бы наши, условно, как вы их называете, сессии, они как-то так и сориентированы, чтобы выявить таланты и дать ребятам возможность определиться, кем они станут, что они будут делать в жизни. И наши ребята, проходящие вот такого рода смены и форумы, они всегда успешны. Ну, заметно. Кирилл, скажи, пожалуйста, ты уже определился в будущем? То есть сейчас ты попробовал работу в дипломатии, да, это очень интересно, очень хорошие отзывы получил о своих способностях. А есть ли уже наметки, какую профессию в будущем ты хочешь выбрать? Судя по тому, что вот занимаюсь дипломатией, мне очень это очень интересно, очень трепетный процесс, когда договариваетесь,
проводятся такие интеллектуальные игры, где требуется находчивость, эрудиция, а также навыки дипломатии. Я вот в будущем думаю пойти в госуправление. Мгм. Уже вот проконсультировался с Борисом Ивановичем Медведевым, чрезвычайным полномоченным посланником, и вот с Валерием Евгеньевичем насчет выбора дальнейшего вуза. Ну, замечательно. Спасибо вам большое за то, что вы у нас в гостях. Очень интересно было послушать, как проходит сессия. Мы очень благодарны за ваш труд с нашими ребятишками. Уже видим первые результаты. Ну и, конечно, надеемся, что в дальнейшем ты не изменишь свое направление, и мы увидим тебя дипломатом на самом высоком уровне. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. В настоящей программе мы демонстрируем нашу постоянную рубрику «Даты и события», в которых также расскажем о известных людях, которые родились 6 июля. На календаре 6 июля. Сегодня отмечают День архитектора в России, Всемирный день поцелуя и Всемирный день кардиолога. По народному календарю Аграфена – купальница. На Аграфену все жители деревни и старый млад купались в реках, мылись в банях, употребляя при этом разные травяные сборы. Считалось, что собранные в ночь на Ивана Купалу травы и коренья обладают особенной целебной силой. Из уст в уста передавалась легенда о цветке папоротника, который распускается один раз в году. В эту волшебную ночь и всего на несколько минут. Тот, кто его найдет, сможет стать провидцем и получить способность находить клады. Этот день в истории. 1785. Доллар официально стал национальной валютой США. 1885. Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке. 1902. В России спущен на воду эскадренный броненосец «Орел». 2013. Открылась 27-я Всемирная летняя универсиада в Казани. В этот день родились Николай I, российский император, Владимир Артемьев, советский конструктор ракетной техники, Марк Шагал, русский французский художник, Фрида Калло, мексиканская художница, Владимир Ашкенази, советский исламский пианист и дирижер, Нурсултан Назарбаев, советский и казахстанский государственный деятель, политик, первый президент Казахстана, Сильвестр Сталлоне, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер, а также Джордж Буш-младший, 43-й президент США, американский политик. Именины сегодня отмечают Александр, Артемий, Василий, Герман, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав, Софья и Федор. 1 июля в России заработал новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью. Теперь подтвердить свою личность можно по биометрии через единую биометрическую систему. Удобно, не нужно лично идти к нотариусу или в МФЦ. Достаточно электронной подписи и биометрических данных лица и голоса. Но так ли это безопасно? Узнаем в нашей постоянной рубрике. Рынок недвижимости России переходит на новый этап цифровизации. С 1 июля 2026 года вступает в силу обновленный порядок регистрации сделок, позволяющий проводить куплю-продажу и дарение жилья полностью дистанционно с использованием биометрических данных. Биометрическая сделка – это регистрация перехода права собственности в Росреестре без личного присутствия сторон, где личность участников подтверждается через единую биометрическую систему. Система сверяет лицо и голос пользователя с эталонами, хранящимися в защищенной базе данных. Ранее для дистанционной сделки требовалась усиленная квалифицированная электронная подпись, которую нужно было получать лично в удостоверяющем центре. Теперь достаточно быть зарегистрированным в единой биометрической системе. Это снижает порог входа для цифровых сделок и ускоряет процесс. С 1 июля 2026 года граждане смогут подавать заявление на регистрацию через портал Госуслуги или приложение Госключ, используя биометрическую идентификацию. Ключевые изменения в процедуре – это
Отмена необходимости усиленной квалифицированной электронной подписи. Для сделки больше не нужно посещать удостоверяющий центр для выпуска цифровой подписи. Достаточно наличия актуальной биометрии в единой системе биометрической. Идентификация через единую систему биометрическую. При подаче заявления система в реальном времени запрашивает сканирование лица и контрольную фразу голоса. Данные сверяются с эталоном, а также добровольность участия. Использование биометрии добровольно. Граждане могут отказаться от нее и совершать сделки традиционно через многофункциональные центры или нотариуса, а также юридическая значимость. Росреестр признает такую регистрацию полноправной. Электронная выписка из Единого государственного реестра недвижимости, полученная после такой сделки, также имеет юридическую силу, что и бумажная. Знайте свои права. Замечательно, когда все цифровизация происходит таким образом, что это не только удобно, но и абсолютно безопасно. Поэтому мы шагаем в ногу со временем и, конечно, можно уже удаленно заключать сделки. Ну, а если вы мечтаете сейчас не о приобретениях, а о том, чтобы приобрести новые навыки, например, почувствовать себя настоящим наездником, но не знаете, с чего начать, давайте отправимся в Амурскую область для этого и посмотрим, как там проводят конные уроки. Упряжные, рысистые, верховые, белоснежные, с золотой гривой и голубыми глазами. За 15 лет здесь появились лошади разных пород и видов. Сюда ежегодно приезжают жители Амурской области из разных районов, чтобы обучиться верховой езде и познакомиться с конным спортом. Это мой конь Зольдик, ему 3 года, будет 4. Я его очень сильно люблю. С ним мы в работе уже год. Когда я изначально начала его обучать, он был таким ленивым. А сейчас он такой острый, его аж не остановить. Такая же резвая скаковая у Виталины Гулевской. Девушка приезжает на конюшню несколько раз в неделю. Говорит, даже ночевать здесь приходится, чтобы больше времени уделять тренировкам. Юная всадница стремится подготовить лошадь к профессиональным скачкам. Меня привлекают лошади, они такие милые, с ними можно разговаривать, заниматься, ходить, гулять. Но они вообще, в принципе, как будто бы понимают человека. Вот. Это ласточка, ей будет 2 года, такая миленькая девочка. На старт для участия в скачках вышли юные и опытные наездники из разных уголков региона. Старт-дан! Скаковые лошади на этих стартах преодолевали дистанцию до 2000 метров. На коротких отрезках такие животные могут разгоняться до 70 километров в час. Вообще я люблю лошадей. У меня и дом была лошадь. Я всю жизнь с детства с конями. Вообще классно все. Болели за хозяев конюшни. Мне нравятся скачки тем, что лошади соревнуются против друг друга. Мы первый раз на таком мероприятии. Все очень нравится, море эмоций. Мы были не первый раз, приезжаем сюда, прокатаемся, ему нравится, и поэтому мы решили поучаствовать, прийти поддержать. Тем временем «Ласточка» и «Зольдик» пересекли финишную черту, разделили 2-е и 3-е места. Юные амурчанки признаются, заезд дался непросто, но эмоций добавил с лихвой. Я очень боялась, но так, в принципе, нормально. Кобыла разгонялась, достаточно хорошо. Я буду стараться работать больше, приучать ее ко всему, чтобы такого она не боялась. Сегодня это полноценная площадка для соревнований, но начиналось все с одной единственной лошади и небольшого участка земли, взятого в аренду у муниципалитета. Мы с родителями приехали на просто чистое поле, в котором ничего не было. И мы с папой просто ходили вдвоем, замеряли рулеткой это поле. И вот с этого поля пошло все остальное: конюшня, потом сарай, потом уже скаковая дорожка. И после этой дорожки начали уже участвовать в соревнованиях, потому что дорожка есть, скачек нет. Наших участников много, а чтобы возить куда-то в Благовещенск участвовать, это долго, затратно, и мы решили проводить у себя. Когда начала действовать программа «Дальневосточный гектар», семья решила расширить свое дело и увеличила площадь фермы. Кроме лошадей в хозяйстве есть и крупный рогатый скот. У нас в семье 4 человека, у нас получается 4 гектара всего. И на этих 4 гектарах мы стараемся и лошадок развить, и коров, и как-то собрать людей, чтобы было какое-то участие в соревнованиях. Серышевский район входит в 3 лидеров в Амурской области по количеству выданных дальневосточных гектаров. Здесь уже предоставлено более 800 участков. В основном люди используют землю для ведения личного хозяйства.
Конюшню посещал губернатор нашей области Василий Александрович, смотрел на эту красоту, что Андрей вместе с Ириной занимаются этими лошадьми и породами занимаются, и своя школа появилась. Надо, чтобы получали грант на развитие туризма. Сейчас это поддерживается в нашей области. Будем помогать им, чтобы получить грант на туризм. Евгения Хмелева, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. Но если вы тоже задаете себе вопросом, как развить семейный бизнес, давайте мы придем еще один уникальный и очень интересный пример. Екатерина Арсакова, оказавшись за границей, не только построила семейный бизнес, но и смогла сохранить частичку родной культуры. И семейный ресторан «Катюша» в Ганчжоу знают многие. В такой чужой стране их деятельность становится настоящим мостом, соединяющим две культуры и позволяющим сохранять связь с родной, даже, с родной культурой, с родной кухней, даже вдали от дома. Когда находишься далеко от родины, самое сильное ощущение – это тоска по родным вкусам. Вся эта атмосфера уютных семейных обедов, аромат горячего борща и пышных блинов – все становится особенно ценным. Ведь именно еда – это тот мост, что соединяет нас с родиной, с теплом и любовью, которые согревают сердце даже в самых дальних странах. В мегаполисе Гуанчжоу частичка русской кухни находится в самом центре города, недалеко от Кантонской башни. Владельцы этого уютного ресторана – семейная пара. Екатерина Арсакова – наша землячка. Ее супруг Алексей Ли – китаец с русскими корнями. Именно они смогли соединить два мира – русский и китайский – через свою кухню, бизнес и любовь. Раньше я работала парикмахером-визажистом в Якутии, а потом вот уже сюда переехав в Харбин, ну, как-то же тоже нужно жить там, что-то там зарабатывать. Поэтому вот общая у нас идея с Лешей пришла, что, значит, раз мы оба умеем и любим готовить, нужно как бы объединиться и уже действовать от души, с любовью. Поэтому, собственно, открыли вот Катюшу нашу. Ресторан носит ее имя – «Катюша» и стал местом, где каждая плошка и каждый кусочек напоминают о тепле России, несмотря на тысячи километров, разделяющие родину и Гуанчжоу. Что особенно важно, Екатерина не адаптировала меню под местные вкусы, сохраняя аутентичность. Здесь можно попробовать настоящий классический борщ, пельмени и блюда, передававшиеся из поколения в поколение. На этой неделе я прилетела из Пхукета, я в Пхукете в основном живу, вот сюда в Гуанчжоу. Я уже второй раз в «Катюше». Встречаемся с девочками, общаемся. Очень вкусно, мне очень нравится, как вы готовите. Тут, мне кажется, меню тыкни в любое блюдо, оно все будет вкусное. Очень часто хожу в ресторан, когда мне хочется домашней еды. Приходим сюда, постоянно кушаем супчики и очень-очень вкусный шашлык. Шашлык и из рыбы, и из мяса. Очень-очень нравится. Когда приходишь в ресторан, здесь чувствуется кусочек родины, и здесь есть душа. Мне нравится здесь обстановка, и мне нравится какая-то душевность здесь. И мне нравится Катя. Катя ко всем подойдет, к каждому столику, со всеми поговорит. Узнал об этом месте от друзей. Здесь по четвергам собирается много россиян. Очень классная атмосфера. Мне нравится борщ, говяжий язык и колбаса. Русская кухня действительно очень приятная на вкус. История Екатерины – это история страсти, смелости и любви к родине. Первый ресторан «Катюша» она открыла в Харбине, городе, где собирались все дальневосточные соотечественники, приехавшие сюда за новой жизнью. Затем семья переехала в Гуанчжоу, где ресторан стал центром встречи и общения для многих. И нам как раз друзья предложили, вот это вот помещение, оно относится к вообще харбинские, там, в общем, начальство, вот это вот все. И у них вот это вот помещение освобождалось на тот момент. И вот они нам предложили, что вот как раз место под бар, либо ресторан, подумайте, ребята, может быть, да? Я говорю, ну а почему бы нет? Вот Леша говорит, Катя, ну что, давай, может, поедем. А я как бы, конечно, ну всегда движуха, что-то интересненькое хочется. И юг, да, тем более, это же вообще... Вот сначала вот Якутск, ну сами знаете, да, как у нас холодно. Потом Харбин. Харбин уже потеплее, но как бы не сильно. Поэтому я когда услышала, что ой, на юг, думаю, ну красота, там и к моречку рядышком, и все такое. Короче, с удовольствием и тоже ни капельки об этом не жалеем. Екатерина душевный и гостеприимный человек. Она создает особую атмосферу. Многие приходят сюда именно за теплом и радушием хозяйки. Она – душа ресторана. А ее муж Алексей – главная опора. Он занимается закупками
и заботиться о том, чтобы все было под рукой. Раньше мы сами сажали эту свеколку, потому что нигде не было, нигде не продавалась она. И у нас вот тоже у Чукурушкиных, у дяди же, да? У дяди, тети, помнишь, в деревне там свеклу сажали? Да, короче, вот сами сажали, и, короче, ребята нам помогали там все это выкопать, и вот вечно хранили вот. А здесь уже, конечно, за 20 лет-то уже все уже свеклу эту едят, поэтому нормально. А так вот мясо, очень много мы привозили с севера, там, из Монголии. Ну, короче, много. И всегда, сейчас же опять какой-то кризис в стране, да, поэтому тоже какие-то продукты невозможно купить, например. Ну вот Леха все находит, все старается, где-то что-то поставщиков меняет. То есть вот это вот все поставка, доставка продуктов, это вот все на нем. Во время нашего визита нам удалось побеседовать с самым главным критиком Екатерины, ее мамой Изабеллой Григорьевной. Спрашивают, когда ты, Катя, научилась готовить, от кого научилась? Она говорит, а я у мамы научилась. Ну, мама, конечно, я и люблю до сих пор готовить дома. Конечно, и учила всему. Этот ресторан стал не просто местом питания, а культурным центром, объединяющим два народа. Здесь отмечают всероссийские и китайские праздники, проходят вечера с живой музыкой. Все ради сохранения и укрепления связи с Родиной. Каждое воскресенье у нас проект проходит интеллектуальная игра 60 секунд. Очень много наших соотечественников играют. Сейчас очень много гостей из России. Ну и не только из России. А откуда еще приезжают в ресторан? Очень много из Америки, из Новой Зеландии, из Колумбии, причем наших соотечественников. У нас уже ребята обращались к нам, тоже и друзья, там, и кто-то, вот, кто хочет сами заниматься именно продажей, поставкой каких-то вот именно продуктов в Китай. А мы бы, конечно, служили такой площадкой, где это все можно прийти, попробовать, да, с собой что-то купить там, да. Но все наши вот эти Таобао, вот эти вот очень много площадок, где это можно продавать прям, массово, то есть сделать отличный классный бизнес. История Екатерины – яркий пример того, как любовь к родине может стать мостом между мирами. А Катюша – это больше, чем бизнес. Это приглашение познакомиться и лучше понять другую культуру через вкус и гостеприимство. Для россиян это кусочек родины, где они чувствуют себя как дома. Александра Хлопкова, Олег Колесов, Гуанчжоу, Китай. Замечательная история, поэтому любить свою родину и, конечно, не бойтесь развиваться. Ну, а сейчас что? Главная тема – это лето. Лето радует теплыми днями, но вместе с этим жара может стать серьезным испытанием для организма. Особенно важно в такие периоды внимательнее относиться к своему здоровью, соблюдать простые меры профилактики и вовремя замечать тревожные симптомы. О том, как безопасно пережить жаркие дни и кому стоит быть особенно осторожным, поговорим с врачом-терапевтом отделения профилактики поликлиники номер 1 Кюней Долгуновой. Кюней, доброе утро. Доброе утро. В жару может возникнуть нарушение терморегуляции, что опасно обезвоживанием и перегревом организма. Да? И в зоне риска находятся пожилые люди, дети до 5 лет, беременные, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с лишним весом, и заболеваниями почек и диабетом. Их организм хуже справляется с охлаждением. А как высокие температуры влияют на работу сердца, сосудов? Почему в жару чаще случаются гипертонические кризы и инфаркты, и, конечно, инсульты? Сосуды при жаре расширяются, да, снижается диастолическое давление, пульс учащается и появляется нагрузка на сердце. Из-за потери влаги жидкости в организме возникает сгущение крови, что опасно тромбозами, инфарктами, инсультами. Вот какие органы, помимо сердца, больше всего страдают во время жары, и как жара влияет на почки, мозг, дыхательную систему? Из-за обезвоживания может снижается фильтрация, да, в почках, также не хватает кислорода в мозге, да, и головном мозге, и что может привести к головокружениям, головным болям. Из-за пересыхания слизистой дыхательной системы может возникнуть бронхоспазм и нарушается местный иммунитет. Вот какие первые признаки можно понять, что у человека тепловые истощения или тепловой удар даже? Может возникнуть резкая слабость, тошнота, жажда, головокружение, головные боли, холодный пот или наоборот сухость кожи и
отсутствие мочи. А до приезда скорой помощи что можно сделать? Ну, следует перенести в тень, также приложить холод к шее, подмышкам и поить водой, но нельзя при этом окунать ледяную ванную или душ. Это может привести к шок сосудам. Какие рекомендации можете дать людям с хроническими заболеваниями, гипертонией, сахарным диабетом, сердечной недостаточностью в период аномальной жары? Так, не рекомендуется выходить самый пик времени, да, с 12 до 16 часов днем. И также чаще мерить давление. И диабетикам чаще мерить сахар в крови и пить чаще воду каждые 15-20 минут. А вот сколько лучше пить воды именно в жару? И правда ли, что, наоборот, сладкие напитки, кофе могут ухудшить состояние? Да, рекомендуется пить в день 2-2,5 литра воды, каждые, как сказали, 15-20 минут. И также ограничить сладкие напитки, кофе, алкоголь, так как они быстрее приводят к обезвоживанию. Вот какие простые правила могут помочь легче перенести жару всем, в том числе у кого хронические заболевания? Так, рекомендуется носить головной убор, светлые вещи из натуральных тканей, так, пить чаще воды, не выходить, то есть выходить на улицу рано утром или поздно вечером. Также интенсивность нагрузок физических, да, спорт, только в холоде заниматься. Так. А вот по питанию, что бы вы порекомендовали? Вот на какую пищу лучше в летний сезон аномальной жары перейти? Так, лучше потреблять овощи, фрукты и холодные там супы, да, легкую пищу потреблять и ограничить там жирное, острую пищу, которая сдерживает влагу и соленую. А маленьким детям, пожилым людям, вот, может, есть отдельные какие-то рекомендации с собой что-то брать на прогулки обязательно? Обязательно, ну вот как сказали, воду, да? Воду и головные уборы. Спасибо большое за простые рекомендации. Будем надеяться, наши телезрители запомнят эти простые правила, будут соблюдать, и, конечно, тогда мы с легкостью с вами перенесем жару. Ну, а план на неделю есть у всех, но что думают по этому поводу звезды, узнаем прямо сейчас. В эфире наша постоянная рубрика «Гороскоп». Овнам предстоит неделя, когда личная инициатива встретит благоприятную почву. Ваша энергичность может помочь завершить давно начатые проекты, но постарайтесь не браться за все сразу. Сфокусируйтесь на главном. В отношениях возможен неожиданный поворот, кто-то из близких удивит вас своим решением. Тельцам эта неделя принесет новые горизонты в профессиональной сфере. Возможны командировки или контакты с иностранными партнерами. Не бойтесь выходить из зоны комфорта. Именно там вас ждут перспективные предложения. А в личной жизни наступит период теплой и доверительной атмосферы. Близнецам стоит обратить внимание на совместные финансы и ресурсы. Возможно, придется пересмотреть бюджет или уладить спорные вопросы с партнерами. В середине недели удачный момент для заключения сделок, а отношения потребуют от вас четкости и честности. Избегайте недомолвок. Раков ожидает время глубокой эмоциональной перезагрузки. Домашние хлопоты выйдут на первый план, но они принесут удовлетворение. На работе вас могут попросить взять на себя дополнительные обязанности. Соглашайтесь, это повысит ваш авторитет. В любви время искренних признаний. Львам пора проявить свои лидерские качества в полной мере. Вас заметят и оценят, если вы будете смело высказывать свои идеи. Однако избегайте излишней самоуверенности в общении с коллегами. А в выходные возможна романтическая встреча или приятное свидание. Для дев наступает период творческого подъема и нестандартных решений. Смело экспериментируйте на работе, ваши необычные подходы принесут результат. В финансовых вопросах будьте осторожны, лучше отложить крупные траты до следующей недели, а личная жизнь порадует гармонией и взаимопониманием. Весам звезды советуют сосредоточиться на семье и обустройстве быта. Возможно, вам предстоит решить жилищный вопрос или помочь родственникам. На работе сохраняйте дипломатичность, конфликты сейчас навредят. К концу недели приятные новости от друзей поднимут настроение.
Скорпионам предстоит насыщенная неделя общения, переговоров и обмена информацией. Вы сможете убедить любого оппонента в своей правоте, но следите за тем, чтобы не перейти на личности. В середине недели возможны короткие поездки, а в личной жизни время для страстных и откровенных разговоров. Стрельцам эта неделя откроет доступ к новым материальным возможностям. Проявите инициативу в вопросах заработка, но не поддавайтесь на сомнительные предложения. В отношениях наступит фаза спокойного счастья, наслаждайтесь моментом. В выходные вас ждет неожиданный подарок судьбы. Козерогам стоит взять на себя роль организатора и координатора. Ваши управленческие таланты будут востребованы. Не бойтесь делегировать задачи, это поможет избежать перегрузки. В личной жизни возможна легкая ревность, но она лишь подогреет интерес. Планируйте будущее с оптимизмом. Водолеям пора уделить внимание внутреннему миру и анализу своих целей. Лучшие идеи придут в тишине и покое. На работе не спешите с решениями, дайте событиям созреть. Помощь от старшего коллеги окажется как нельзя кстати. В любви важно доверие, не давайте волю сомнениям. Рыбам эта неделя подарит активную социальную жизнь и множество встреч. Новые знакомства могут перерасти в полезные связи. Не упускайте шанс проявить себя в коллективных проектах. Финансы требуют контроля, избегайте импульсивных покупок. В конце недели вы почувствуете удовлетворение от проделанной работы и сможете расслабиться. По-моему, отличное предсказание на эту неделю. У всех все хорошо, всем нужно быть внимательнее, инициативнее, у всех ждут какие-то удивительные встречи. Вот этот гороскоп мне тоже очень понравился, даже по своему знаку зодиака. Делитесь, сбывается или нет в нашем телеграм-канале или в Максе, пишите, делитесь новостями, высылайте даже нам видео, мы с удовольствием, может быть, даже какие-то покажем, самые интересные из разных концов нашей республики. Ну, а прямо сейчас переходим к последним новостям. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В Госдуму внесут законопроект о сохранении права на дополнительные выходные для родителей-инвалидов с детства первой группы после достижения ими совершеннолетия. Условием для получения выходных станет наличие у ребенка первой группы инвалидности с детства и заключение врачей о необходимости постоянного постороннего ухода. Авторы инициативы подчеркивают, что после наступления совершеннолетия потребность в заботе, лечении и реабилитации у таких граждан не исчезает. Поэтому государству важно продолжить поддержку семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Российские школьники начнут изучать искусственный интеллект и основы использования беспилотников в рамках обязательной учебной программы. Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что вопросы ИИ включены в курс информатики, а изучение БПЛА в обновленную программу предмета «Труд». Темы, связанные с беспилотными системами, также будут затрагиваться на уроках основ безопасности и защиты Родины и в рамках дополнительного образования. Такие изменения продиктованы высокой востребованностью данных технологий и необходимостью подготовки учащихся к работе с современными системами. Более 700 выпускников Северо-Восточного федерального университета в этом году получили дипломы с отличием. Всего обучение в СФУ завершили свыше 3000 студентов, многие из которых показали высокие результаты не только в учебе, но и в научной и общественной деятельности. С важным событием выпускников поздравил ректор университета Анатолий Николаев, который вспомнил самые яркие моменты достижения и трудности. Для многих выпускников этот день стал важной точкой отсчета перед началом профессионального пути. Помимо дипломов, завершившим обучение, вручили памятные серебряные значки с эмблемой университета. Очень сильно благодарна университету, СУФУ, своему родному, за то, что дал нам эти знания, спокойную студенческую жизнь, за возможность обучаться. У нас очень много вот этих вот мест, где можно посидеть, поучиться. Компьютерный зал тут на 2-м этаже. Вообще идеально. Сложности имелись, но больше интересно. Все-таки это очень много информации, я очень люблю учиться. Сегодня мы получаем красные дипломы.
В Якутске на Комсомольской площади прошел основной этап 11-й межрегиональной ярмарки «Профориентация-2026». География участников в этом году охватила 11 городов и 10 субъектов страны. В общей сложности для абитуриентов был представлен выбор из более чем 40 ведущих учебных заведений и крупнейших работодателей региона. Выставку посетили 3000 человек. Выпускники могли не только пройти тестирование у специалистов, но и прямо на месте подать заявление на обучение или трудоустройство. Кроме того, всем гостям бесплатно раздавали подробные каталоги-справочники со всей ключевой информацией. Я пришла на ярмарку, чтобы как-то узнать что-нибудь для себя, но я выбрала не очень предметы выборные, чтобы куда-то поступить. Какие? Общество с географией. Поэтому выбирайте все с умом, чтобы хотя бы иметь представление, куда вы поступаете. Ну вот у меня был больше упор на Дальний Восток, куда-то, либо СУФУ. Вот я взяла СУФУ, ВВГУ и ТОГУ. Представитель Мирнинского района Николай Федоров завоевал 3 серебряные медали на республиканском турнире по конной стрельбе из лука, прошедшем в Верхневилюйском Улусе. Сотрудник ПТВС из села Рылах отличился в упражнениях рейд, башня и в общем зачете двоеборья, уступив лидерство лишь титулованному лучнику Гаврилу Александрову из Амги. Конная стрельба из лука активно набирает популярность в Якутии. Данный вид спорта уже официально включен в программу будущих игр Манчары, которые состоятся в 2029 году. Это были все новости этого утра. До встречи в дальнейших эфирах. Ну, всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Поделились с вами последними новостями, сделали зарядку, пообщались с гостями. Ну и, конечно, нужно напомнить о том, что везде почти аномальная жара. То есть правила мы с вами повторили. Ну а кто пропустил прогноз, давайте познакомимся еще раз. Итак, в центральных районах сегодня 21-28 выше 0, в Заречной группе 20-28, в Южных плюс 18, плюс 26, в Вилюйской группе 21-29, в Нижнеленских 20-27 градусов тепла, в Западных плюс 10, плюс 29, в Колымо-Индигирской группе Улусов 10-21 выше 0, в Янских плюс 15, плюс 24, на северо-западе 7-23, ну а в столице сегодня плюс 28, плюс 30 градусов, штиль, а днем без осадков, ветер южный 3,8 метров в секунду. Поэтому будьте осторожны, будьте внимательны, бережно относитесь к своему здоровью. Напоминаем, что не забывайте пить воду, не забывайте головные уборы, но, конечно, при первых признаках обращайтесь к врачу. Мы желаем хорошего дня, отличного настроения, начинайте каждое утро вместе с нами. До новых встреч, увидимся обязательно завтра.